Якутия, 16 апреля 2018 года. Мы стоим в районе поселка Старая Табага, и мы видим на заднем плане разлившуюся Лену. Сейчас идет ледоход, затор, очень высокая вода. Там находится озеро, куда мы собираемся на рыбалку. Озеро Штаны. Бьем копытом, ждем, когда упадет вода. Наконец-то уровень воды упал до нужного нам, и мы отправляемся в долгожданную рыбалку. Хотим поесть рыбки жареной, свеженькой, на берегу прекрасного озера. В общем, поздравляем всех с открытием сезона и в путь. Рванули? Legal.
На меня. Обратно ходи. Рыба играет. Пс, промазал. Есть. Включай. Включил. Так, медленно поплясал что-то справа влево. Стал вертикально, такого не было. Или это просто ветерок подул. Ладно. Так хорошо клевало. Зараза, смотри. Подсек как надо к этой мелочи дать. Мелочь. Все на этом, что ли? Нет, хочет взять. Есть.
Ух ты! Это шок. Небольшой. Что это? Дернула разок и притихла. Снимаю. Красавец. Руках подвинь, я несу. Два есть. Три, да. Вот наш трофейный улов на сегодня. Около килограмма. Плюс-минус. Красивый. Хотелось бы только таких и ловить. Чего и вам желаю. Спасибо за внимание. Всем хорошей рыбалки. Когда не попадешь сразу между грудами, получилось. Даже ровненько так. Меня всегда в рыбалке очень напрягал вот этот момент, когда нужно кашковать рыбу. Мне так это... Не знаю, почему мне всегда это так не нравилось. Ну, может, потому что это такая монотонная работа. Плюс вот это вот неприятное ощущение вот этих внутренностей в руках. Как-то это с моим мировоззрением вообще никак не совпадало. О, рыбка, смотри, изо рта торчит. На улице около 26 градусов. Но у нас есть возможность не использовать соль, поэтому рыба будет свежей, как только что из реки. Мы ее оставим во льду.
Здравствуйте! Сегодня мы приготовим окуня на рожне по-якутски. Закончилась наша рыбалка на сегодня. И вечерком мы, естественно, приготовим рыбку. Что такое окунь на рожне по-якутски? Это блюдо очень простое. Приготовить его проще некуда. Для этого не понадобится даже нож. Достаточно ваших рук. Берем окуня, достаем жабры и вынимаем их вместе с кишечником. Солим. И нанизываем на рожон. Прошу обратить внимание, как вы уже заметили, я не разрезал брюхо рыбы. Я оставил его целым. Это поможет окуню остаться очень и очень сочным. Внутри остались икра, молоки, печень. Ну, в общем, все съедобное. Еще немного о моем рожне. Но в моем случае это скорее деревянный шампур. Неважно. Обратите внимание, он должен быть именно вот такой формы. Он наиболее удобен для жарки рыбы. Жарясь на основной веточке, он, прожариваясь постепенно, будет проворачиваться. Ему не дадут упасть вот эти два отросточка. И не забываем снять кору. Теперь все то же, но чуть помедленнее. Лучше все-таки один раз разборчивее увидеть, чем 100 раз услышать. Берем очередного окуня. Важно правильно захватить его. Надрываем жабры. Буквально надрываем. Надрываем у основания брюха, надрываем у основания головы. Жабры у нас отделены. И аккуратно достаем кишечник. Весь кишечник у меня в руках. Пальцем прокалываем плавательный пузырь. Это тоже важно, потому что соль, которой мы будем солить окуня, она скопится в верхней части брюшка, и мы не просолим спинку совершенно. Окунь солится, естественно, по вашему вкусу, но для меня это достаточно. Засыпаешь соль, ну и желательно пальцем немножко протолкнуть ее. А затем снова нанизываем на рожон, вставляется рожон в анальное отверстие и выходит в глазную впадину. Надрываем жабры. В 3 местах. Все, жабры отделены от головы. Затем аккуратно достаем кишечник. Как вы видите, желчь отделена. Затем пальцем прокалываем воздушный пузырь. Посолив, нанизываем на рожон. Вставляем рожон в анальное отверстие и выводим из глазной впадины. Солить, кстати, бессмысленно окуня снаружи. Что ж, половина дела сделана. Отправляемся к костру. Теперь остается самое простое. Запечь окунь. Почему самое простое? Потому что окунь по-якутски готовится не на углях, а на пламени костра. И не нужно волноваться особенно, пригорит ли рыба. Просто периодически проверять его, да и все. Окунь не должен быть в результате похожим на подгоревшего, но поверьте на слово, он не испорчен.
В этом вы убедитесь чуть позже. Его плотная чешуя сыграет роль фольги и защитит мясо от пригорания. Не выпала честь первому прикоснуться к этому окуню жареному. Сейчас будем пробовать. Пахнет очень вкусно. Ой-ой. Ну-ка. Какая гадость. Ладно, шучу, вкусно очень. Пожалуйста, нежное, сочное мясо. Все кости прекрасно отделяются, да и кожа внутри рыбки, насколько я вижу, светлая и выглядит очень аппетитно. Наверное. Золотые слова. Чудесно. Да начнется жор. Первый раз пробую окуня по-якутски. Мне очень понравилось. Очень сочное мясо. Хорошо прожаренное, и это не вареное мясо, тем не менее. Всем рекомендую попробовать. До новых встреч.